Исторические личности могут быть трудны для понимания. Каковы их мотивы? Давайте подумаем о мотивах Мухаммеда, используя то, что мусульманские источники говорят о своем пророке. Чтобы ответить на этот вопрос, мы будем использовать только те исторические источники, которым мусульмане доверяют. В Коране говорится, что посланник Аллаха является прекрасным примером для мусульман. Откуда мусульмане знают, что делал и говорил Мухаммед? У них есть сунна, исторические записи об учениях, действиях и суждениях Мухаммеда. Давайте взглянем на некоторые эпизоды из жизни Мухаммеда и посмотрим, сможем ли мы их понять. В Коране 4.3 говорится: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на 2, 3, 4. Мужчинам-мусульманам разрешается иметь до 4 жен. Аллах приписал это в Коране для всех последователей Аллаха, за исключением Мухаммеда, о котором говорится в Сахих аль-Бухари. Пророк обходил своих жен за одну ночь, и в то время у него было 9 жен. Разрешено ли это? Да. Дополнительные жены Мухаммеда прямо разрешены в Коране 33:50. «О пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим». Коран разрешает Мухаммеду иметь больше жен, чем всем остальным. Кстати, Коран, который, как вы помните, позволяет Мухаммеду иметь больше жен, чем всем остальным, был ниспослан Мухаммеду. Но это совпадение. Мухаммед просто хочет повиноваться слову Аллаха, которое может слышать только он. Какие еще возможные мотивы могли быть у Мухаммеда, когда он говорил, что Аллах позволяет ему жениться на достаточном количестве жен, чтобы он мог заниматься этим делом 9 раз за ночь? На самом деле, у Мухаммеда было в общей сложности 11 жен за всю его жизнь. 9 — это самое большее количество, которое у него было одновременно. Одной из жен Мухаммеда была Сауда бин Зама, которая вышла замуж за пророка, когда ей было 50 лет. Несколько лет спустя Мухаммед женился на другой жене, Айше. Многие места в хадисах подтверждают следующий рассказ Сахиха аль-Бухари. Передает Айша, что пророк женился на ней, когда ей было 6 лет, а привели ее к нему, когда ей было 9. Затем она жила с ним в течение 9 лет. В другом хадисе рассказывается, что когда Мухаммед собрался развестись со своей 50-летней женой Саудой, она отказалась от его визитов по ночам, чтобы он мог навещать Айшу дважды за ночь. Но какова была мотивация Мухаммеда взять жену, которая не была даже еще подростком? К счастью, Сахих аль-Бухари рассказывает нам, откуда взялась эта идея. Передаются слов Айши, что пророк сказал ей: «Ты была показана мне во сне дважды. Оба раза я видел твое изображение на куске шелка, и мне говорили: это твоя жена, открой же его». И оказывалось, что это ты. А я говорил, если это от Аллаха, он приведет это к завершению. Аллах ниспослал Мухаммеду откровение, что он должен жениться на Айше, не достигшей подросткового возраста. С другой стороны, это откровение, которое, как вы помните, позволяет Мухаммеду жениться на Айше, было ниспослано Мухаммеду. Но это совпадение. Мухаммед просто хочет повиноваться слову Аллаха, которое может слышать только он. Какие еще возможные мотивы могли быть у Мухаммеда, когда он сказал, что Аллах позволил ему жениться на Айше? Мухаммеду выпала великая честь отдать свою двоюродную сестру Зайнаб бин Чаш в жены своему приемному сыну Зайду ибн Харите. Как чудесно! Зайнаб бин Чаш была красивой молодой женщиной. Согласно истории Аль-Табари, одной из наиболее достоверных в исламе историй о жизни Мухаммеда, после их свадьбы Мухаммед случайно увидел Зайнаб дома, когда она в спешке одевалась. Она вскакивает на ноги и бежит к двери, но Мухаммед отворачивается и не хочет заходить внутрь. Узнав об этом позже, Зайд предлагает развестись со своей женой, чтобы Зайнаб могла стать 6-й женой Мухаммеда. Мухаммед отказывается, ведь она его невестка и двоюродная сестра. Это кровосмешение. Но затем Мухаммед, пораженный силой откровения, получает разрешение жениться на жене своего приемного сына. Как? Аллах обеспечивает это, отменяя усыновление. Именно в этот момент. Это записано в Коране 33, 37, 38. «Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Веление Аллаха обязательно исполняется. На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах». Коран разрешает Мухаммеду жениться на прекрасной бывшей жене своего приемного сына. Кстати, Коран, который, как вы помните, позволяет Мухаммеду жениться на прекрасной бывшей жене своего приемного сына,
был ниспослан в откровении Мухаммеду. Но это просто совпадение. Мухаммед просто хочет повиноваться слову Аллаха, которое может слышать только он. Какие еще возможные мотивы были у Мухаммеда, когда он сказал, что Аллах позволяет ему жениться на прекрасной бывшей жене его приемного сына? Сунан Ан-Насаи 39:59 нам сообщается следующее. Сообщается от Анаса, что у посланника Аллаха была рабыня, с которой он вступал в половую связь. Но Айша и Хафса не оставляли его в покое, пока он не сказал, что она для него запретна. Мухаммед согласился не ходить к своей рабыне, коптке Марии. Вы можете подумать, что это хорошо и благородно, но Аллах не согласен. Слова Аллаха записаны в Коране 66:1-3. «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах прощающий, милосердный». Коран разрешает Мухаммеду вести половую жизнь со своей рабыней. Кстати, Коран, который, как вы помните, разрешает Мухаммеду быть со своей рабыней, был ниспослан в откровении Мухаммеду. Но это совпадение. Мухаммед просто хочет повиноваться слову Аллаха, которое может слышать только он. Какие еще возможные мотивы могли быть у Мухаммеда, когда он говорил, что Аллах разрешает ему вести половую жизнь со своей рабыней? Мухаммеду в его мудрости приходилось разрешать споры среди своих последователей. В Тафсире Ибн Касира рассказывается: «Мы, народ курайшитов, имели обыкновение вступать в половую связь со своими женами сзади. Когда мы переселились в Медину и женились на женщинах Ансари, мы захотели сделать то же самое с ними. Им это не понравилось, и они сделали из этого большую проблему. К счастью, вмешался Аллах. С тех пор прошла вечность, и Аллах знал, что ему нужно будет проинструктировать своих последователей о том, какие половые позы им разрешены. Слова Аллаха записаны в Коране 2:223. «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния. Бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих». Коран разрешает Мухаммеду и всем его последователям-мужчинам вести безопасную половую жизнь со своими женами в любой позе, которая им нравится, потому что они являются их полем, пашней. По совершенно другой причине, Коран, который, как вы помните, позволяет Мухаммеду вести половую жизнь со своими 9 женами в любой позе, которая ему нравится, был ниспослан Мухаммеду. Но это совпадение. Мухаммед просто хочет повиноваться слову Аллаха, которое может слышать только он. Какие еще возможные мотивы могли быть у Мухаммеда, когда он говорил, что Аллах разрешает ему вести половую жизнь со своими 9 женами в любой позе, которая ему нравится? В заключении, мотивация Мухаммеда ясна. Он просто хочет повиноваться голосу Аллаха, который может слышать только он. Какой прекрасный пример для подражания. Какой самоотверженный слуга Аллаха. Какое счастливое совпадение, что человеку, получившему откровение Аллаха, было предоставлено так много возможностей вести половую жизнь. И в самом Коране сказано: «На пророке нет греха в том, что приписал для него Аллах». Так что не вините Мухаммеда, сказал Мухаммед. Ой, я имею в виду, не вините Мухаммеда, сказал Аллах Мухаммеду.